нас... Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена, и мы будем сегодня говорить об очень вкусных вещах, я бы так сказала. И, естественно, сезон, лето у нас на дворе, все спеет, и, наверное, каждая хозяйка понимает, что это как раз тот период, когда идут заготовочки. Но заготовочки бывают и в очень большом объеме, то есть более масштабные, такого характера, я бы сказала, больше промышленного. И как раз вот об этой теме будем говорить, насколько у нас вообще работа с ягодой, на каком уровне стоит и какие у нас перспективы. В гостях у нас Калыс Джумабаев, генеральный директор компании «Живой вкус», и Бектимир Мамралиев, клуб «Малина». Вот, мне кажется, сразу у наших слушателей, особенно тех, кто любит вообще все эти вещи, так вот ушки навострились. Ну что, давайте начнем. Кто у нас начнет? И вопрос будет, значит, мой первый такой. Сезон, наверное, в разгаре. Что сейчас делается в вашей сфере? Что происходит? Как работа ведется? День добрый всем. Это вот Бектимир, наверное, лучше знает по поводу, потому что именно на поле, именно с хозяйственниками непосредственно он работает. И сбор, скажем так, могу его чуть похвалить. На сегодняшний день вот самый большой экспортер данной продукции. Хорошо, спасибо. Бектимир, что у вас? Что там на полях? Как дела обстоят? Всем добрый день. Мы на данный момент экспортировали. Первая волна клубники уже отходит. Заканчиваем первую волну клубники. Примерно 1000 тонн клубники отправили. Но в основном мы отправили в Казахстан, Россию. В основном в этом году урожай хороший. Цена тоже, не жалуемся. Вот в первом сезоне мы с Баткена начали. Баткен, Ош, Джалабад. В Чуйской области тут чуть-чуть проблем было, потому что дождя много было. После дождя ягода портится, не доезжает куда надо. Из-за этого мы чуть-чуть страдали. Цена чуть-чуть упала. А так, в целом, первую волну мы закрываем тоже хорошо. Сейчас после Чуйской области начинаем уже из Исыкуля клубника собираем. Исыкуль всегда, да, чуть-чуть попозже? Нет, Исыкуль, Талас чуть попозже. Из Таласа отправляем и из Исыкуля отправляем. Но, конечно, там объема мало, но есть. Отправляем. Вот я как раз и хотела спросить, как у нас вот с этим делом? Люди хотят этим заниматься? Потому что у нас же многие, Талас это вот прям вот фасоль. Все, никак, ни шаг влево, ни шаг вправо. Как убедить предпринимателя, фермера в Таласе заняться чем-то другим, нежели какими-то привычными культурами? У нас ягодный бум. Все хотят ягодами заниматься. Не говорю, что там в Таласе только фасоль сажают. А в основном сейчас клубнику, малину массово люди сажают. Чуть-чуть перебью. Здесь надо Бектимир чуть-чуть скромничать. У Бектимира есть канал «Клуб Малина». Там около 75 тысяч подписчиков. Вот этот бум весь по поводу ягод, это вот можно сказать с уверенностью, что это он начал. Потому что буквально 3 года назад как бы к ягодам, к малине, клубнике такого внимания не было. И вот последние 3 года бум. И прям вот его канал и его команда это прям послужили таким... Такая популяризация, я бы сказала, этого направления. Да, таким ускорителем в этой сфере. Как вот растут обороты, как объемы растут, как люди вот вовлекаются? Каждым годом объем растут, конечно. В прошлом году мы около 5000 тонн отправили на экспорт. Основном наша компания занимается экспортом. Зимой мы семинары проводим. По всему Кыргызстану ездили, семинары проводили, какую клубнику, какую малину посадить. Но люди хорошо собрались. В Таласе тоже хорошо собралось. И самые... Вот в Исыкуле где-то 1000 человек собрали на семинары. Но это показывает, что интерес большой. Интерес очень большой. Мы из Европы, с России там саженцы возим, саженцы людям предлагаем. Хороший, качественный, транспортабельный, вкусный. Малину, клубнику предлагаем, саженцы. Но люди сажают
Но в основном наши фермеры сажали на открытый грунт. Качество было там низкое. На данный момент всем мы предлагаем им вот новую технологию, как посадить правильно, под пленку, капельные орошения. Вот так уже фермеры привыкают, но делают нормально уже. Спрос есть. Если у нас будет качество, экспорт можно еще поднять. Ну, вот вы говорите про технологию, да? Все-таки у нас есть такой момент. Мне кажется, во всем мире каждый фермер хочет минимизировать свои расходы, да? Лишний раз там не потратиться на какие-то там подкормки. И вот мы говорили, да, тоже с вашим коллегой, с Телеком Токтугазиевым, он говорит, что это очень тяжело переломить в людях, что надо вкладываться. Если ты хочешь зарабатывать и давать хороший продукт, то есть ты не должен... Это мало просто посадить что-то, да, и просто полить. Надо этим работать. Понимать, какой сорт ты садишь, изучить его, понять, подходит ли он под наши климатические условия. Вот как вы этим занимаетесь? Как вы изучаете, что подойдет нам? Вот вы говорите, предлагаете. Мы каждый год изучаем сорта. Например, я вчера или позавчера из России прилетел, в Краснодаре был. В Краснодар тоже юг России, там тоже ягода много растут. Ездили их рынок, их поля, как фермеры работают, как у них работа, вот, продажи организована. Вот все изучали. Мы впереди, оказывается. Да вы что? Да. Вот это приятно. Прям хорошая новость. Это приятно, да. Прям. Просто там у них есть объем, но у них не организованно. Ну, ежедневный там прибыль считают, короче, не объединяются они, друг друга не слушают. А у нас все сплоченно. Вот, кстати, кооперирование, вот этот вопрос. Кооперирование, ассоциация есть у нас. Целая отрасль двигает вперед. Мы скоро планируем в Европу съездить с ассоциацией вот Лысом. Про это можно... А так, технологию, хорошие транспортабельные сорта клубнику мы фермерам предлагаем. Фермеры уже видят. Например, в этом году в Чуйской области дождь был, после дождя клубника грязная стала. Они уже знают, уже поняли, как посадить. Под пленку надо посадить, чтобы после дождя клубника чистая была. Ну, сухонькая, потому что ягода есть ягода. Как только ты что-то вода попала, все потекло, да? Потекло, да. Если воду, наоборот, если воду себе наберет, далеко не доедет. Например, мы 4 5 тысяч километров отправляем оттуда в Россию. Не доезжают, плесень, портится. Две границы есть. В границе, вот видите, там колейка, очередь большую. Надо отстоять. Да. Все это, кстати, вот по этому вопросу дают какие-то поблажки при пересечении? Конечно, конечно. Скоропорту. С аэропортом добро дали. Есть. Здесь, если из Кыргызстана колейка, то пропускает. Водителя, таможенника пропускает нормально. Но если открываешь, действительно, если клубника, малина, то пропускает, проблем нет. Молоко пропускает, и скоропорт же. Все поймут. Вот как вы, кстати, научились уже правильно, может быть, это же тоже важно, как вот уложить ее в ящичек, чтобы она там, например, там не подавилась, не помялась, чтобы ягодка к ягодке была? Но мы потихоньку учим людей, как правильно собирать, как правильно вот какую тару собирать. Ну, у нас 3-килограммовые тары есть, деревянные. На это собираем. Хорошо доезжает. Раньше мы 6-килограммовый пластмассовый ящик ложили. Не доезжала там. Если много ложишь, там каша приедет. Каша. Сейчас хорошо. Люди учатся, конечно. Есть проблем много. Мы будем стараться. Ну вот давайте о проблемах. Мне вот хочется поговорить. Достаточно ли удобрений? Какие способы, например? Мы всегда говорим, лучше это вот что-то такое природное, ну, я не знаю, там, навозом удобрять или что-то. Или сейчас вообще эти методы уже не идут, а есть какие-то прям вот нормальные, разработанные, хорошие удобрения? Вообще, как бы, вот Бектемир, они в прошлый месяц практически всю Европу объездили. Технология на месте не стоит. Скажем так, нужно признать, да, у нас на сегодняшний день вот именно в ягоде есть какие-то достижения, но, тем не менее, мы очень сильно отстаем от остального мира.
Вот. А то, что наши хозяйственники сегодня там стараются, что-то там начинают вводить у себя новые технологии, новые методики, это, конечно, хорошо, но есть еще куда расти. По поводу проблем, скажем так, вот на сегодняшний день такое самое применимое. Вот мы познакомились с компанией, ребятами с Казахстана, с Узбекистана, с Европы. Вот самое подходящее, наверное, одно из самых подходящих, наверное, то, что можно будет у нас использовать, это, наверное, сертификация Global Gap. Это вот получается... если взять, например, Бектемир у нас, он заготовщик, экспортер, можно так сказать. А наша компания, она является переработчиком. Вот. Но это два таких звена, которые как бы очень сильно зависят от друг друга. Мы же говорим о том, что нужно вообще в сельском хозяйстве говорить про кластеры. Да. Вот от начала до самого конца. От поля, как говорится, от ягодки, от кустика, и потом дальше на переработку обязательно, и дальше какая-то логистическая должна быть вещь. Понимание, куда вести, связи иметь уже с... не знаю, по потребителям, в конце концов. Вот как сейчас, доходим мы до этого или где-то еще в пути? Еще не совсем дошли, но на верном пути, можно сказать. Потому что вот на сегодняшний день, то, что Бектемир говорил, вот действительно, вот система посадки полива уже у нас есть прогресс. И, впрочем, такой очень хороший прогресс. Остальные люди тоже видят. Почему? Потому что вот один момент такой, когда приезжают, скажем так, какой-то хозяйственник сдавать свою продукцию, когда он видит то, что приехала продукция с такого более технологического поля, на нее цена и спрос совсем другой. То есть и цена выше, и спрос лучше. Соответственно, у хозяйственников, которые выращивают по старой методике, у него и качество низкое, и цена соответствующая. И вот этот момент, он мотивирует других, как скажем, потихоньку. Они все переходят. А вот то, что вы говорите, да, это вот именно целый цикл. У нас переработчиков много. Нельзя похвалиться какими-то большими объемами, так как экспортеры. Переработка у нас пока что слабая. И вот у нас на последнем семинаре мы с хозяйственниками со всеми разговаривали. Мы очень сильно зависимы, переработчики. Так как если нам не дадут хорошее сырье, соответственно, мы не сможем дать хороший итоговый продукт. Да. Вот вся загвоздка в этом. И вот каждый цикл переработки, он имеет свои требования. Пока что потихоньку идем к этим требованиям. Вот смотрите, мы когда говорим про переработку, вообще в нашей экономике за последние, слава богу, последние 5 лет, условно, пусть чуть больше, может быть, наконец-то наши экономисты заговорили, что давайте уходить от сырья. Это здорово, когда мы везем, свежую ягоду куда-то. Вот она есть, аккуратненько сложили и повезли быстренько в наши ближайшие Казахстан, в Россию. Это еще какие-то более или менее такие недлинные расстояния. Машина доходит, ягода приезжает, но когда мы говорим, мы же говорим, хотим подальше куда-нибудь ехать, да? Это очень сложно довести. Причем ягода очень всегда хрупкая, и хоть и везут в рефрижераторах, тем не менее, это тоже такой момент затратный. И как раз вот в переработке и заключается соль. В том, что продукция может распространяться гораздо дальше, если она уже будет переработанная. Что сегодня у нас в переработке, на какие основные направления есть? Вот непосредственно чем занимается ваша компания или, может быть, ваши еще партнеры, какие еще практики практикуют, имеется в виду, сушка, заморозка, сублимация, что там еще может быть? Какие варианты есть? Заморозки у нас в этом году еще больше стало. Вот у нас в Кыргызстане, только в Чуйской долине, 2 компании, они приобрели очень хорошее оборудование. IQF-система, это туннельная замораживающая система очень хорошего качества, европейского стандарта. Вот они в этом году, дай бог, будут запускаться. А в остальной переработке сублимация, она есть в Кыргызстане, но очень таких маленьких объемах. И, скажем так, вот то, что вы говорите, мы хотим на другой рынок выйти. Но пока у нас не будет, скажем так, хорошей, качественной продукции и в массе, мы этого не сможем сделать. А то, что переработку ставить надо, это такой, скажем так, и коммерчески рентабельный момент, и еще такой стратегический страховочный момент имеет.
так как бывает всякий форс-мажор, мы уже там весь мир на себе почувствовал, да, вот. В пандемию, например. Пандемию, да, например. Никуда не повезешь, да, ничего, вот никуда не переедешь. Форс-мажора, скажем так, никто не ожидал, и бум, весь мир в буквальном смысле сидел дома, скажем так. Вот. Как бы еще один формат такого форс-мажора у нас в жизни появился. И вот, чтобы вот эти все моменты учесть и как-то к ним подготовиться, вот это только переработка. А в переработке что именно? Повторюсь, продукт систематически и качественный. Вот каждый раз вы, например, у вас есть какой-то любимый продукт, который вы берете с прилавка. Ну, давайте возьмем какой-нибудь батончик шоколада, да, там. Вы его покупали, скажем, 2 года назад и пошли покупать сегодня. Так, вкусовые качества и вообще качество продукта, он остается таким же, как был 2 года. Потому что если я сегодня куплю, я почувствую, что это не то, что Совершенно я обычно покупаю, все, я уже откажусь. Да. Ну, вот мы какую-то любимую сладкую газировку покупаем, мы знаем то, что она в нужной степени будет сладкая, и не слаще, и не кислее, скажем так. И вот самое главное в производстве вот этот систематический баланс. Вот чтобы этого добиться, нам нужно сырье круглый год одного и того же качества. Вот это, скажем так, на сегодняшний день самая большая проблема. Потому что сохранять сезонность. Да, сохранять сезонность, подготавливать, брать один и тот же продукт, сохранять вкусовые качества, правильно консервировать его и стабильно поставлять, скажем так, какие-то в ритейлеры. А как с этим быть? Ну, хорошо, летом-то есть солнце, есть тепло, все хорошо, тут как бы затраты. А зимой что делать? В теплице идти? Как? Нет, теплица – это не выход, потому что в теплице для сырья это продукт, он должен иметь огромную маржинальность. К сожалению, такого нету. Это сезонный закуп. Ну, как бы технологии в мире уже под это все сделано. У нас самая главная проблема – это отсутствие хороших технологий и отсутствие кадров. Которые бы знали, да, и умели как с этим работать. Да, у нас все кадры молодые есть, очень такие светлые головы, скажем так. Они все работают не у нас, к сожалению. Соответственно, почему? Потому что у нас мало работы, мало производства. А где готовят таких кадров? Вот вы мне скажите, есть у нас сельскохозяйственная академия. Академия, да, аграрный университет и МАНАС. Готовят тоже, да? И как вот вы видите? И как вы на поле видите этих людей, которые там обучаются, или не видите? Раньше именно ягодоплодных агрономов спрос не было. Никто не изучал раньше. А сейчас спрос появился. Агрономы вот потихоньку там выходят и изучают, интересуются. Но есть некоторые... Мы тоже курсы проводим. Уже приходится самим, наверное, да? Потому что что делать? Людей нет со знаниями. Могу добавить, вот буквально в прошлом году, да, это было? В прошлом году вот Бектемир, он, скажем так, основатель, один из таких первых мотиваторов, то, что у нас на сегодняшний день есть ассоциация. И вот первый большой вклад Бектемира, это было то, что открыл, а второй большой вклад, Бектемир с Российской Федерации сюда привез специалиста именно по ягоде, именно по переработке, именно по проверке и стандартизации ягод. То есть это анализ. Вот этот специалист был привезен Бектемиром за свой счет, подчеркну, и привлечен к работе в нужную кафедру в аграрном университете. Пока что такие прям... К сожалению, новых открытий нету, но скажу так, то, что да, какое-то продвижение было, то, что потихоньку уже начинаем своими силами привлекать каких-то специалистов. Но в будущем надеемся все-таки привлечь такую крутую компанию с Европы, со своими специалистами, с представительством, чтобы они научили нас. Почему? Потому что вот Бектемир знает, я знаю. Я вообще с 2018 года наша компания существует. Бектемир уже, наверное, лет 8-9 уже занимается в этой сфере. Мы вот видим и чувствуем то, что перспективы есть, потому что были в других странах, были во многих семинарах, и действительно потенциал огромный. А главный спрос. Вот меня мне кажется, главный двигатель прогресса – это спрос. Если хотят ли нашу ягоду? Я вам вот один момент скажу.
например, казахстанские компании, которые занимаются производством джема и варенья, у них порой бывает, зимой поступают супервыгодные предложения. Скажем, там к нам импортируется египетская малина. Ой, клубника, извините. И вот они потихоньку вводят ее в переработку. Мы с ними контактируем, они нам показывают ягоду. Да, действительно, она калибрована супер, транспортабельная, свежая, большая, сочная, красивая. И они переходят потихоньку работать с ней и обратно через месяц приезжают к нам. И мы спрашиваем, что? Так, да, это Египет, это Кыргызстан. Вы же оттуда дешевле, лучше ягоду покупаете. Они смеются, говорят, нет, ребят, в конечный итог, да, и ваша ягода не откалиброванная, скажем так, не самая там красивая, но самая вкусная. Вкусовые качества. Да. Вот я к чему? Я ждала, что вы наконец скажете про вкусовые качества. В России и Кыргызстан узнают только нашу ягоду покупают из-за вкуса. Мы бренд хотим делать именно на вкус. И мы спрос. Мы в прошлом году ездили в Сербию. Они номер 1 в мире по малине, замороженной малине продают. Номер 1. Мы изучали их рынок тоже. Они в основном 95% продукцию в переработанном виде экспортируют. 5% только свежие продают. Мы тоже хотим так. Хотя бы мы должны перерабатывать 80% продукцию здесь. Потому что это добавленная стоимость, это да. Рабочие места, это налоги, естественно. Мы к этому идем. Вот сейчас люди уже массово сажают. Если мы 80% продукцию будем, если перерабатываем, тогда у нас возможность будет не только в Россию и Казахстан продавать. Конечно. Да. Арабские Эмираты есть, Китай есть, вот рядом стоит, Япония есть. Мы вот хотим туда и экспортировать. А так, сейчас на данный момент 95% продукцию это свежий экспорт. 5% всего лишь на переработку идет. Ну, грубо говоря, это сырье, которое туда же уходит, а как они там с ней дальше поступают, это другой вопрос. Торгуют они там в магазине, торгуют на рынке, может, они тоже ее замораживают. Может, они ее купили, может, они ее сами замораживают и там для своих там для своих нужд дальше будут использовать. А ведь можно было нам это сделать. Да, это можно было у себя дома сделать. Да, еще вот казахстанскую клубнику пробовал, я российскую клубнику пробовал. Наша лучше. У нас столько солнца. Вот про наши условия. Мы вот не говорим, да, про наши условия климатические. Да. Климатические условия это идеальные именно на ягоду, потому что вот в России клубнику пробовал, вроде вкусная, вроде красивая. Да, ну... Красивая. Когда кушаешь, не то. Нет этого сладости. Сладости нету и водянистая. А оказывается, там высокая влажность. Влажность, конечно. Да, дождь конечно. Постоянно. А у нас сухо. Достаточно сухо. То есть мы вот... Солнечной энергии хватает. Вот в прошлом году я помню, конечно, у меня нет такого опыта, чтобы поездить, вот вы говорите, из Баткена даже, да? Баткен у нас вообще такой с водой, регион. Хотя бы даже вот здесь, в Чувской области, была возможность там снимать, значит, эти поля для сюжетов, для программ. И, конечно, был прям беда, когда не было достаточно воды. И не пускали, например, на поле. И ты видишь, что кустик, конечно, уже подсыхает, и ягодка маленькая, она не имеет возможности вырасти. То есть она там вроде бы краснеет, что это такое? Вот такой вот горох, да? Зачем? То есть нет воды, она не растет. Мне кажется, что вот с этими проблемами тоже ей надо как-то бороться, как-то биться, или все уже к орошению все-таки склоняются к капельному переходить? Это капельный, это эконом воды. Качество ягоды другое будет, урожайность поднимает, там рабочих сил значительно меньше, да? Меньше будет. А фермеры не хотят на это идти. Они дикий полив, воду много поливают. Пример. У меня тоже 5 литров малины есть. До этого дикий полив был. В этом году мы капельное орошение сделали. Братишка в прошлом году каждой неделе звонил мне. Воды нету, там Мурапу позвони, к тому позвони. А в этом году тихо.
Мы капельный сделали, он чуть-чуть воду там, свой бассейн набирает, все. На неделю, на 10 дней хватает. А один за 2-3 часа вот полностью бассейн заполняет и хватает на 10 дней. Вот решение это. Так еще и сорняков нет. Сорняков нету. Не будешь ходить там каждую там арку посмотреть, там ночью смотреть. Кто где закрыл, кто где воду украл. Это же бесконечная история. А так они вот кран откроют, за 2 часа все поливает и закрывает, все. Зато все время влажное. Влажное, да. Да, это вот не только как бы качество полива улучшается, но мы действительно в разы экономим воду, да. Это вот одно из решений огромной проблемы, потому что сегодня вот с каждым годом, скажем, нижняя часть, самые нижние поля, каждым годом там превращается в песчанку, потому что с каждым годом труднее туда воду довести. Да. У нас же, к сожалению, ирригация тоже страдает. У нас не все каналы, скажем так, там обложены бетоном, правильно направлены. Потери большие. Да, потери огромные просто. И вот это прям одно самое лучшее решение. Я так думаю, в ближайшее время лучше и не придумает. Она очень эффективна на сегодняшний день. Еще плюсы, минусы там рычного полива. Кислород удобрения смывает, когда рычный полив. А когда капельный, все на месте стоит. Все разложили, просто водичка туда пробивает капает, этот. Да. Ну, все, наверное, хозяйственники замечали. Вот по арыку начинается полив, потом в нем собирается песок. Это вот то, что Бектемир говорит. Минералы, удобрения, это все смывается. Земля, скажу так, в разы быстрее превращается в песчанку. Очень сильно страдает. Деградация происходит, да? Смотрите, возвращаясь к технологиям, которые вы применяете. Ну, мы все знаем древний метод изготовления той же пастилы. Никакой технологии не надо, да? Кажется, технология, там, например, у хорошей хозяйки такая имеется. Ну, помимо у вас, я так понимаю, шоковая заморозка, да? Да. Есть какие-то, может быть, из чего выбирать? Я не знаю, по технологиям. Может, есть все заморозка. Но есть такая заморозка, есть другая заморозка. Ну, у нас заморозка, она система ультразвуковая, это российская разработка. Она вот себя очень хорошо показала. Мы вот на ней уже больше 4 лет работаем. Конечно, есть. Но по системе заморозки в мире очень много производителей и очень много направленности. То есть для заморозки рыбы используется другая система. Для заморозки ягод используется другая. Вот из своей практики могу сказать то, что вот ультразвук, он очень хорош. И вот туннельная система заморозки для ягоды, она прям самая-самая лучшая, можно сказать. Потому что мы видели в результате, что получает хозяйственник. Вот Бектемир тоже был в Европе. Он прям там наглядно показывал, как она замораживается. Вот самое лучшее вот на сегодняшний день это вот туннельная заморозка для ягод. А в принципе в системе охлаждения для каждого продукции есть как бы свои технологические новшества, которые лучше влияют. Если говорить вот о переработке, ну, вы говорите, что таких масштабов еще мы не достигли. А у меня был такой вопрос, а если у вас конкуренция, соответственно, получается, отпадает мой вопрос, что и конкуренции-то пока нет. Вот, наверное, из-за отсутствия конкуренции у нас, скажем так, прогресс не идет, а ползет, можно сказать. Почему? Потому что работает в таком ячеечной системе, то есть у человека есть определенный клиент, он только с ним работает и по его формату, скажем так. Нету компании, которая может представить несколько продукций и в этом направлении. Вот, например, есть у нас маленькие компании, которые занимаются только пастилой, есть маленькие компании, которые занимаются только сушкой. А вот такой большой компании, которая может заявить большой там объем хорошей продукции. Наверное, ассортимент, да? У нас есть и то, и то, и то, и то. Вот, а по поводу переработки, вот мы работали «Вкусняшка». Это такая маленькая сеть магазинов в Российской Федерации с компанией «Вкусвилл». Это такой... Да, это крупная такая сеть хорошая, сеть известная. Хорошая, да. Ну, опять-таки же мы столкнулись с проблемой, то, что объемы, качество... Да, им нужны объемы. Да. То есть они же, скажем так,
продают эту продукцию, у них есть свой маркетинг. То есть мы с ними много раз беседовали, они говорят, ребят, люди покупают глазами. Конечно. Приходишь, и стоит, скажем, там какая-то европейская продукция, очень красивая, красиво оформленная, и написано там Made in Germany или еще что-то, и ваша ягода, скажем так, упаковка среднего сегмента в целях экономии, и внутри ягода, скажем так, тоже, не самая симпатичная, можно, не будем ее называть страшной. Каждому объяснить, что она нет, вкусная, да, зато, ребята. Вы попробуйте, ребята, это надо нам, не знаю, человек, например, сколько у этого ритейлера точек, столько же кыргызов с хорошим знанием русского отвезти в Москву и поставить в колпаке и говорить, гарантирую, можем сравнить. Если не понравится, я сам заплачу за этот счет и все такое. Вот в этом проблема есть, и в объемах есть. Работа с ритейлерами, она очень перспективна, но скажем так, условия очень жесткие. И это вытерпит. Обратно-таки же мы не такая большая компания. На фоне российских компаний, конечно, я имею в виду. В Кыргызстане мы хороший такой объем имеем, а в России нет. И вот конкурировать с другими очень тяжело. А среди потребителей, кроме, допустим, магазинов, для того, чтобы попадали ваша продукция, она, я не знаю, в каком виде? В коробочке? В чашечке, в чем она приезжает туда? У нас идет сперва промывка ручная, потом калибровочного аппарата нету, так как мы видели калибровочный аппарат, он к нашей ягоде не подходит. Вот еще один интересный момент. Привести калибровочный аппарат, в нашей ягоде отхода будет очень много. Процентом соотношения очень большой процент. И мы из-за этого поставили ручную, так как у нас там человеческий труд, он не такой дорогой, как и в Европе. И вот вручную это все отбирали, замораживали в лотках. Запайщик у нас 2 запайщика, итальянский и турецкий. В этих запайщиках запаивали и замораживали. И отправляли как полуфабрикат. То есть это можно употреблять просто, как пищу, а можно использовать, скажем так, в каких-то... Промышленном производстве еще дальше, в дальнейшем. Да. Потом связывались с компанией такой, как Агробар. После пандемии они тоже написали. Это очень большая компания, с технологией, которая на лет 10 опережает нашу. И мы с ними... они нам дали тех задания, мы даже половину этого не можем исполнить, то, что они требуют. Вот. Пробовали делать джем. Столкнулись с проблемой, то, что у нас нету специалистов по консервации. Да, потому что современная продукция, она требует правильной консервации с использованием правильных элементов, современных элементов. У нас мы привлекали людей, с нами, кстати, Данияр Деркимбаев тоже нас, скажем так, консультировал. Очень хороший специалист по пищевой безопасности. Вот. По ягодам с китайцами работали. К сожалению, китайцы до 20-го, если я не ошибаюсь, года руководствовались только внутренними своими стандартами. После 20-го года они перешли уже на международные стандарты или какие-то там европейские стандарты. С ними тоже не получилось. И вот мы тогда поняли, что пока мы не привлечем хороших специалистов, то, что мы покупаем оборудование, там, приобретаем что-то, это полудела. Нужен человек с знанием, с опытом. И вот это большая проблема. Вот опять, что в переработке, что на поле. Вот мы сталкиваемся. А мы говорим о том, что у нас работы нет в стране. Да, вот. Что у нас безработица. Зарабатывать негде. В миграцию люди уезжают. Есть востребованность. Не знаю, в чем проблема. Люди не хотят получать вот это. Понятно, что делать специалист нужен. Хороший, качественный. Ты сделай из себя хорошего специалиста, и будет тебе работа. У нас люди, их можно похвалить, они хорошие предприниматели. Буквально все. Если у нас, например, любой гражданин увидит какое-то дело, увидит рентабельность, он раз. Как аптеки, как киоски, сразу растут на каждом углу, как грибы. В этом наши молодцы, прям супер. А вот в момент, когда надо какую-то там технологию изучать, научиться ее использовать, там у нас возникают проблемы. К сожалению, вот это действительно проблема на сегодняшний день. Мы уже полгода с Бектемиром работаем над тем, чтобы поставить здесь сублимацию. И мы тоже последний Швеции, к нам представитель приезжал,
господин Андерсон, по-моему, да? Да. Андерсон. Вот он работал с такими компаниями, как Nestlé, Danone. Это такие, скажем так, мировые гиганты. И вот мы с ним беседовали, и как бы в процессе поняли, даже привлекая сюда хорошего специалиста нашего, заработать, скажем, такое какое-то имя, сделать из себя бренда на мировом уровне, это очень сложно. Почему? Потому что весь мир, скажем так, самый простой пример, там, Made in Germany, мы это с удовольствием покупаем. Да. Made in, там, Япония, там, мы это знаем, это суперпродукт. Там, и вот про Кыргызстан пока что именно в нашем формате. Да. У нас вот сейчас, пока мы прославили, конечно, надо дать должное нашим швейникам. Те, которые заслужили. Так это, давайте вот так взором откинем, с каких пор это они делают, да? Сколько там было вложено, сколько лет пройдено, доказывание, что это товар, который... Мы вот тоже надеемся, что вот, наверное, мы тоже как бы пройдем их путь, то, что про нас будут знать везде. На сегодняшний день, скажем так, вот именно по выращиванию ягод такое прям большое внимание и такой большой рост, он длится последние 3-5 лет максимум. 5 лет максимум. На сегодняшний день то, что уже мы на рынке получаем, уже по объему даже можно сказать, что это хорошо. Это такой хороший прогресс для нас. Очень хороший. Вот, например, в России основной рынок сухофрукт держит таджики. Сухофрукт. Овощи, фрукты, рынки все держат азербайджанцы. Еще шмотки кыргызы. Да. Потому что вся Сибирь одевается в наши вещи. Действительно. Вот наши швейники бренд сделали. Уже люди доверяют на нашу... Конечно, одежде, да. Если из Кыргызстана вот шьют, они с удовольствием одевают. Да, качество. У нас потихоньку уже свои бренды начинают. Да, вот что радует, я согласна с вами. Именно хотим вот ягодную отрасль никому не давать. Вы знаете, Бектимир, я хочу сказать, что у нас все равно в этом смысле есть еще какой-то вот тот задний бэк, да? Помним, что все были в большой стране, и что вот, допустим, даже Россия помнит, да? Это Азия, это наша Азия привозит, да, на наши рынки. Ягоды там то-сё. И как бы все знают, что там в Киргизии, да, как раньше называли, да, мы говорим, там в Кыргызстане у нас то-то, то-то, то-то. Ничего не скажешь, да, Таджикистан тоже свое дело делает. Узбекистан, у них тоже есть свой рынок, они тоже должны развиваться, крутиться. Да. Это конкуренция. Мы тоже должны как бы вот в этом смысле постараться. Но самое главное, что люди помнят, что в нашей дружественной, да, нам Центральной Азии, в наших странах, там вот это все вкусно, натурально и как бы нам привычно. Я в апреле месяце, да, или в марте месяце в Сургут съездил. Сибирь же, север. Мы им хорошую там продукцию доставляем. У них солнечной энергии не хватает, витаминов не хватает. Это хорошо же, мы их обеспечиваем. Там не растут же. Есть нефть, но нет чего-то, что можно вкусно скушать. Да? Если я жил бы там, я тоже кушал бы ягоду. С удовольствием ягоду кушал бы. Да. Это их здоровье, это мы, оказывается, нормальную работу делаем. Конечно. И вот у меня завершающий вопрос, да, у нас времечко подходит уже к завершению. Хорошая у нас получилась беседа, и я вот в конце все равно спрошу, что мы хотим получить, какую поддержку от государства, и, может быть, она сейчас есть, может быть, что-то кредитное, льготное, что-то такое, может быть, послабление в налогах, что есть уже, и что бы хотелось еще больше? Сельскохозяйственная продукция, она и так имеет облегчение по налогообложению. От государства у нас вот самая большая проблема, наверное, то, что у нас нету никаких норм. То есть нету хорошей лаборатории. Все они в частном лице. И государство, скажем так, именно на вот этот формат там, производства там, сельскохозяйственной продукции пока что не так сильно внимание обращает, наверное. Конечно, было бы супер, если например, там Министерство сельскохозяйственной культуры разработало какой-то план, какую-то программу по развитию вот именно
это выращивание. Все-таки, когда частник, вот вы, да, вот будем говорить так, вот в единственном лице сами что-то ищете, куда-то едете, Это очень пытаетесь тяжело. на кого-то выходить, с кем-то договариваться, говорить: здравствуйте, я Бектимир, я хочу там тот. Он говорит: что? Да. А мы вот Что? так и произошло. Вот, Понимаете? действительно, А это если было. бы приехал-то: здравствуйте, я министр того-то. Вот. Или вот, премьер-министр того-то страны, государства целого. Вы знаете, у нас есть вот такой вопрос. Мы Да, хотим да. посотрудничать. Вот у нас вот такая-то проблема. Ну, на государственном уровне же проще-то делать. Проще, да. Намного И я проще. еще одну добавлю про финансирование льготного. Там мы еще состоим с кластера. Фруктово-ягодный кластер состоим. Недавно собрание было у нас тоже. Именно на фруктово-ягодный кластер выделили 1 миллиард сомов. На данный момент 44 агрегаторов есть именно в ягодном кластере. Из них 2 всего лишь получили. Почему? Представляете, там государство там денег выделяют, но банки, у них своя... Механизм получения этих денег просто Да. очень жесткий, я так да. понимаю. Там, например, если на 5 миллионов или на 15 миллионов сомов проект напишешь, там актив, залог. Короче, проблем там Чтобы невозможно. тебе выбить эти деньги, вроде бы ты в этом секторе. Да. Работать готов. Все, вот земля. Да, я вот помню, что обязательно мы разговаривали с представителями Министерства сельского хозяйства, они рассказывают, что обязательно надо показать, что это там земля у тебя в аренде или там в чем она в собственности, сколько ты там на ней уже работаешь, а какие ты выгоды уже получал, какая у тебя была прибыль, а рентабельный ли ты. Банк все это проверит, и Да, только проверит. потом обязательно возьмет залог, и только потом даст тебе эти деньги. Да. А еще одни ребята были там, у них проект где-то на 30 миллионов. Они полностью пакет документов приготовили. Все, что они просили, там, залог полностью. Но в конце они... Вот фирма, которая подала заявку, там у них... раньше не работала, это стартап. У них оборотов не было. Из-за этого отказали. То есть нет вот этого опыта, вам сказали: Да-да-да. ребята, вы же еще не работали, да? Да. Отказали. Вот вам, пожалуйста, да, зарубили на корню. У нас вот в регионе есть хозяйственники, у которых есть большой потенциал на развитие. То есть и земля, и полив вот именно не хватает. Почему? Потому что хороший сорт, он стоит Денег, там, конечно. да, сорта. Хорошая технология, там, скажем, это закрытый грунт, это капиллярная система, это водоподготовка, это ограждение всей территории, наем рабочих. Там, это большие ресурсы. Ну, вот то, что Бектимир говорит, из-за вот этих моментов, то, что надо показать компанию, надо показать обороты годовые, это все должен То есть ты должен был там сколько-то лет париться, Париться, да. влезть в какие-то в долгах, как в шелках сидеть, пройти 33 круга ада, а потом сказать: вот, я все это прошел, дайте мне льготный... Да, мне кажется, те, кто это все прошел, они уже скажут: мне не нужен твой кредит. Я вот это понял. Государство, когда денег надо, не дают. Когда не надо, не дают. Вот мысль, вот я к чему и говорю. Тот, кто вот это уже все прошел, ему уже это не надо. Не надо уже, да. Банки тоже можно понять, как бы это их не работа, это не просто Риски, так. да. Для них это тоже риски, это деньги все-таки. Но вот хотелось бы, чтобы как-то вот чуть-чуть... Ну вот в этом смысле, мне кажется, тогда и ассоциация она должна как посредник, может быть, выступать гарантом, что ли. Про ассоциацию вот можно чуть-чуть добавить. Вы знаете, вот ассоциация, вот я первый раз такое в жизни вижу. Ассоциация обычно это целая делегация, это и научные там отделы, это и внешний отдел. Это... У нас ассоциация состоит из таких активистов, Волонтеры. Волонтеры, да, вот действительно волонтеры. Любители своего дела, которые... Да, мы вас можем в ассоциацию пригласить для экскурсии, вы посмотрите, вы скажете: ребят, вы что действительно за идею работаете. У нас вот в ассоциации бедные девчонки уже там говорят: ребята, если у кого-то в офисе есть лишнее кресло, привезите. То есть каждая копейка действительно работает. Вот на сегодняшний день то, что ассоциация проделала работу, я скажу так, например, если мы наняли какую-то компанию, да, там, мы
мы бы раз 20 больше потратили бы, и неясно, результат был бы такой, как сегодня конечно, или нет. Конечно. У вас есть понимание, у вас у самих есть понимание, что вам нужно. В этом должна быть ассоциация. Да, вот так надо ассоциироваться. Отдельное спасибо. Она действительно сегодня работает. И всем, кто работает в ассоциации, тоже им низкий поклон, и молодцы, ребята, слов нет. Спасибо вам большое. Вообще очень здорово получилось нам с вами побеседовать о проблемах и о плюсах. Я думаю, что все равно перспективы есть, и когда есть люди, которые хотят заниматься своим делом, любимым, да, и с пониманием, что вот вы изучаете, вы учите других, это вообще просто потрясающе, что вы ищете всякие разные возможности, да, развития, там, со всеми на контакты выходить. Я хочу еще раз представить наших гостей, уважаемые наши слушатели. У нас в этой студии сейчас находится Калыс Джумабаев, гендиректор компании «Живой вкус», и Бектимир Мамралиев, клуб «Малина». Всем тем, кто хочет лучше понимать, как это делается, и, да, эту сферу выводить на новый уровень, я думаю, что вам обязательно нужно с этими людьми наладить связи. Вам спасибо.